Коллегалар, добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на площадке информационного агентства Татаринформ и начинаем пресс-конференцию, посвященную проведению в Казани 7-го фэшн-ифтара. И сегодня наши спикеры. Джанат Шамилевна Мингазова, эксперт в области благопристойной моды, основатель Modest Covered, автор проекта Fashion Iftar. Радик Мухарлямович Абдрахманов, соучредитель Национально-туристического комплекса Туганаулам, член Общественного совета при Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан, а также вице-президент АРИО, основатель проекта Туган-Батар. Регина Валерьевна Гарипова, основатель Plus Size Кэзен, кастинг-директор, режиссер, а также постановщик показа. Эльза Азатовна Зигантинова, менеджер проекта Modest Covered, и Динара Ринатовна Шамсуддинова, куратор по партнерам и работе с участниками Fashion Iftar. Джанат, первый, естественно, слово предоставляем вам. Ифтар в этом году проводится в 7-й раз, и очень интересно подобранная тема. Расскажите, пожалуйста, какое количество участников ожидается, на какой площадке, когда откроется регистрация и как вообще можно попасть на Fashion Iftar. Всем добрый день. В этом году мы ожидаем также 1000 гостей, то есть мы отрабатываем этот формат, но мы внесли вправки в плане темы. В этом году я хочу поднять социальную тему, как насилие в семье. Я считаю, что это очень важно, то, о чем многие говорят, но не знают, что с этим делать. В связи с чем также был выбран дресс-код в белом цвете. Это, как мы знаем, знак насилия в семье, белая лента. И в то же время для меня это ассоциативно с цветом свободы. Также в этом году у нас поступило гораздо больше заявок. Единственная запись мы еще не открыли. Она откроется со дня на день. Мы никогда не объявляем дату. Это всегда происходит внезапно, чтобы наши гости, те, кто разделяют нашу концепцию, следили за этим событием, отслеживали участников, а не ждали только лишь открытия записи. Также, что стоит отметить, что в этом проекте, в этом году мы также сохраняем те же принципы о поддержке и помощи женщинам, которые собираются покрыться или покрылись, не могут найти свой стиль, которые ищут свой круг общения и для которых это, в принципе, возможность выйти в своем самом лучшем наряде, получить удовольствие от вечера в кругу сестер в Рамадан на ифтар. Спасибо большое, Джанат. Тем не менее, невозможно не задать этот вопрос. В религиозных семьях, в мусульманских семьях, так скажем, тема вообще домашнего насилия, насколько она актуальна, есть ли какие-то цифры, возможно, социологических исследований, и будут ли какие-то, настоящие реальные истории, которые, возможно, в рамках ифтара, в рамках программы будут как-то представлены, или все-таки это останется более закрытой информацией? В этом году мы опирались на общую статистику, не только по религиозным семьям. Я не считаю, что насилие в семье имеет какую-то религию, расу и так далее. Это то, что происходит за закрытыми дверями. И каких-то личных историй, поэтому мы бы не хотели выносить в этот светлый месяц, но мы бы хотели сказать тем, кто об этом боится заявить, что есть возможность уйти, есть возможность спастись и получить поддержку, в связи с чем мы привлекаем фонд «Колыбель», куда жертвы насилия могут отправиться, разместиться там, в первое время встать на ноги, получить психологическую поддержку и идти уже в жизнь, возможно, с новыми какими-то идеями, просто восстановившись после того, что с ними происходило. Моя основная идея в этом проекте Fashion Iftar год за годом и в этой теме, и в тех темах, которые мы поднимаем каждый год, заключается в том, чтобы женщины получили поддержку со всех сторон, с каких они ее могут получить. Это именно женский проект, связанный с тем, что женщина, она не одна, и она может встать на ноги, и она может идти крепко, окруженной своими сестрами. То есть на Fashion Iftar в этом году действительно те, кто столкнулись с домашним насилием в семье, смогут найти тех, кто окажет им реальную помощь. Да, мы на это очень надеемся, и очень надеемся, что эти женщины будут иметь достаточно смелости, чтобы встать и уйти. Спасибо вам большое. Радик Мухарлямович, вы уже на протяжении многих лет являетесь партнером данного проекта. Расскажите, пожалуйста, про организационные этапы и все-таки о количестве желающих. Так скажем, есть ли какая-то статистика из года в год, за 6 лет, во всяком случае, прошлых, как это происходило? Ассаляму алейкум, всем добрый день.
Для нас это мероприятие Fashion Iftar, оно имеет особое значение, потому что оно очень красивое, очень знаковое. Мы его всегда проводим как званый ужин. Начинали мы эти ифтары с нашего комплекса Туган-Авалон. Сначала мы их делали в шатре, они проводились на 300 человек, по 300 человек. И мы всегда видели огромный интерес и огромный ажиотаж к этому мероприятию. И с каждым годом мы старались его улучшать, делать его интереснее и масштабнее. Потом 2 года мы проводили его на Акбарс-арене в ресторане «Палладиум». Там у нас было по 500 человек. И вот в прошлом году мы нашли площадку Акбарс Ретро Автокар и провели там мероприятие на 1000 человек. Это мероприятие, оно очень красивое. Девушки к нему готовятся, ищут наряды, соответствует дресс-коду. На него у нас приезжает огромное количество гостей из других регионов. Это модельеры, это талантливые люди, это люди, которые узнают об этом мероприятии. Вот уже есть заявки из других стран, с других регионов, которые тоже хотят провести такое же мероприятие у себя в странах и в других городах. И мы делаем все, чтобы девушки были довольны, и столы мы накрываем ресторанного качества, то есть они и красиво оформлены, и все мы готовим сами, и оно отличается именно таким высоким уровнем обслуживания и высоким уровнем кухни, потому что это ресторанное качество и ресторанный формат, как званый ужин, званый вечер. Поэтому я очень надеюсь, что всем в этом году понравится, потому что мы с каждым годом все-таки придумываем и в меню новые интересные вещи, и тот формат, ту визуализацию этого мероприятия мы делаем его очень интересным, качественным и таким масштабным. И я думаю, учитывая тот интерес, который возникает, в следующем году мы, конечно, будем искать площадку побольше, чтобы делать его более масштабным. Единственное, что у нас в городе не так много таких площадок, где мы можем его расширить и увеличить. Но будем искать, будем думать, где его проводить более масштабно. То есть количество участников в следующем году будет больше? Я думаю, что да, учитывая тот интерес и то желание быть на этом мероприятии, участвовать на этом мероприятии. И я думаю, что мы будем искать площадку, которая вместит больше людей. Спасибо вам большое. Регина сөзіне сізге тапшырамыз. Мұсылман модельерларын іздеу, мен модельлерді сойлап алу бойынша нәқсіз шұғыленесіз деп білем. Әлегі показлар вақытында оларақ кештегі модельлерде бар, плюс сайз форматындағы модельлерде бар, міне шул хақта сөйлеп ұссағыз еді. Хайырлы күн. Міне 5 ел біз Жанат білен Жанат, сеңа тағым бір рахмет. Ел сайын сеңа рахметлер оқимын. Мен сіздің білен командада болғаныға. Бұл елні біздің дизайнерлар да көп, алар түрлі, яңалар. Біз шуларға бик шатпыз. Тағын бұл елні 90-нан артық модельлер қатнашачак. Біз әрбір дизайнерға, әрбір брендқа өзлерінің модельлерін сайлап алабыз. Һәм бұл елны да біздің плюс сайз модельлер де була, 2 брендта, һәм H+, олырақ модельлер була. Мен бұларға бик шатмын, бик рәхмәтлімін. Модельлерні сайлап алдық, Аллаға шүкір, біз әзір. Брендлар бик матур бұл елны. Бик матур. Нальчиктан да бренд бар, Нижний Новгородтан келелер ала бірса, Карачаево-Черкесия айы. Бик матур болашақ ала бірса. Менә коллекциялар турында да біраз ғана сөйлеп кетсегіз еді, чөнки былтыр мисал өчен спорт стилендәге коллекцияларда тәкъдим ителгән иде, яшьләр өчен дә бик күп иде. Менә быел ниндирәк әйтик
ниндирек кештеги һәм ниндирек хатын-кызлар өчен коллекциялар тәкъдим ителәчәк. Мгм. Бу елында спорт коллекция булачак. Проходка бик кызыклы булачак. Бик кызыклы, Чыгу, ну чыгу булсын. Чыгу бик кызыклы шоу буларак. Светский брендларда, ну, муслим бренд кана түгел, светский брендларда катнашалар. Без буларга да бик шатбыз. Нәрсә? Спортивный да була, светский брендларда була. Мусульман брендларда катнашалар. Төрле нәрсә дип әйтим? Төртеге. Рахмет. Бик зур рәхмәт сезгә. Эльза, вам слово. Мы на самом деле больше, наверное, вас знаем как блогера. Сегодня вы выступаете все-таки в качестве спикера. Вот расскажите, пожалуйста, какие коллекции откуда, сколько татарстанских брендов представлено, и, насколько мне известно, будет какой-то спонсорский розыгрыш в рамках ифтара. Что это, как в нем участвовать и кто сможет стать победителем? Всем добрый день. Да, я была блогером сейчас. Я впервые участвую в команде у Джанат. Спасибо, что она взяла. Я работаю непосредственно с брендами, которые будут у нас представлены на показе. То есть изначально я как бы писала им сама, а сейчас такой ажиотаж, что бренды пишут сами и хотят быть на нашем фэшн-ифтаре. Но место у нас ограничено, то есть у нас было только по 10 брендов у нас есть, и вот они будут на показе. Есть 3 бренда, которые приехали из других городов. Это из Нальчика будет Мадина Хуцкова, Спонта из Карачая-Черкесия. Дальше это у нас из Нижнего Новгорода бренд МП, остальные из Татарстана. Бренды практически все новые, то есть были бренды, которые участвовали в прошлом году. Например, Дильбар Закирова участвовал как с головными уборами, в этом году он участвует уже как одежда, показывает. Будут бренды новые, как N6 Су Кузнецова, Гафурзянова Стор, то есть это будет спортивный бренд, и парижский дом Эль. Аримас впервые будут участвовать на фэшн-ифтаре. Да. Спонсорский розыгрыш это будет от наших брендов, бренды, которые представлены на маркете, и бренды, которые участвуют на показе, они предоставляют свои подарки, призы для наших гостей. То есть это будет для наших гостей, которые придут непосредственно на фэшн-ифтар. Победить сможет любой. То есть там будет у нас лототрон, куда они будут бросать свои имена, и по этому лототрону будут выбирать победителя. Также у нас будет главный приз, говорить об этом. У нас будет главный приз, это поездка в Умру. То есть такие вот подарки. Да, конечно. Здесь я отмечу то, что это будет поездка представлена Думар-Т Хадж. Нам представлены 2 поездки. Сначала их предоставляли для гостей, но я настояла на том, чтобы мы их разбили на 2 части. Одну поездку в Умру хотелось бы подарить одному из самых активных волонтеров, потому что их работа также не видна, она абсолютно на добровольных началах, но при этом я считаю, что если ты действительно замотивирован и ты выделяешься, то ты, конечно же, имеешь право на то, чтобы получить вознаграждение за такую особенность. За такой труд. Тогда расскажите, пожалуйста, и про подбор волонтеров, сколько их будет человек, по каким принципам отбираете, и как, если есть желающие стать волонтерами, куда необходимо обратиться? С волонтерами работаю тоже я. У нас на данный момент 62 волонтера. Отбирались те ребята, с которыми мы уже работали, а также нам предоставляли из агентства, которые сотрудничают именно с волонтерами. Есть уже такие, которые постоянно волонтерят, есть новенькие. То есть в этом году мы решили посмотреть и разбавить ее и молодыми, и взрослыми. То есть волонтеры уже набраны? Да, в принципе, в этом году, на этот год, да, набраны. Все, спасибо большое. Динара, слово вам. Расскажите, пожалуйста,
Непосредственно про маркет, количество брендов, представленных на маркете. Возможно, будут какие-то новички, или, возможно, есть и люди, кто вот на протяжении всех 7 лет стабильно находится с вами и являются вашими уже такими партнерами именно по маркету. Всем добрый день. Да, конечно, ажиотаж на маркет у нас с каждым годом растет. Количество мест также у нас ограничено площадкой. Мы уже за 3 недели закрыли всех партнеров, кто у нас будет участвовать на маркете. Соответственно, есть те же бренды, кто с нами из года в год сотрудничает. И также будут представлены новые бренды. Также в этом году у нас будет нововведение в виде того, что будут и интерактивные зоны, и фотобудки, и партнеры будут представлять отдельные конноры, где можно будет подойти, протестировать какую-то продукцию. Соответственно, сама концепция маркета, она немножко меняется, становится интересной для того, чтобы девушки, которые приходят на это мероприятие, смогли расслабиться, купить приятные подарки на Рамадан и также просто хорошо провести время не только за столом, но и на маркете. А вот на маркете все-таки какой спектр представлен? Ну, то есть это условно там, ну, косметика только, возможно, украшения, возможно, есть какая-то книжная продукция и так далее. Ну да, смотрите, так как у нас женское мероприятие, все-таки мы хотим фокус и целевую аудиторию настроить именно на женщин, поэтому, да, будут представлены украшения, будет представлена и косметика, будут представлены и космецевтические бренды, которые уже на грани фармацевтики и косметики. Также будут представлены и услуги, например, которые будут помогать женщинам, да, это там внимание нянь, да, то есть там будут представлять свои услуги. Также будут и бренды, которые будут представлены на показах некоторые. Также будут от партнеров наших представлены некоторые конноры на маркетплейсах. Это салоны красоты, это другие там определенные партнеры, которые с нами будут участвовать и тоже будут выставляться на маркете. В прошлом году у вас были и сладости, и книги, учитывая, что там, где женщины, там мамы, так скажем, там явно есть и дети, естественно. Ну, Да, мы Джин? строго соблюдаем формат маркета в любом случае. То есть, если это еда, мы не хотим превращать маркет в такой, как сказать, каждодневный или как это правильно назвать, мы соблюдаем концепцию мероприятия. Если это фэшн-ифтар, то, соответственно, и то, что участвует в маркете, должно к этому так или иначе относиться. Если, конечно, это не услуги, да, которые непосредственно касаются женщин, как вот няни, оформление бровей халяли и так далее. Вот. А тут у нас украшения, а если это еда, то она должна эстетично быть оформлена, закрыта. Это там панкейки и так далее, то, что можно взять себе потом домой на сухур, порадовать себя, но не, допустим, там сыры в срезе и так далее. Ну То есть да, вот это это мы не допускаем. Сколько брендов на маркете? То есть мы услышали, что 10 брендов на показе, а вот сколько брендов на маркете? Да, так как мы ограничены все-таки непосредственно местом, да, поэтому участников маркета у нас будет 28. Это с учетом партнеров и с учетом того, кто будет просто участвовать на маркете. Надеемся, что в следующем году у нас будет помещение побольше, и мы сможем всех, кто желает участвовать на маркете, все-таки присоединить к себе. Спасибо большое. В этом году еще сформировалась очередь на маркет. Мы были очень удивлены, но действительно бренды стояли в очереди, и если кто-то с точки зрения конкуренции выбывал из списка, мы вот звали тех, кто как раз-таки занимал эту очередь, вносил предоплату и так далее. Здесь важно отметить, что у нас, если бренды, они, допустим, могут оплатить и участвовать, то для гостей это мероприятие абсолютно бесплатно. То есть вот Радик Мухарлямович накрывает столы, все это делает, но это все благотворительная деятельность, и она относится к гостям так, что попасть можно абсолютно бесплатно. Главное записаться, главное успеть. Вот. Главный вопрос, где записаться? Где будет открыто? Запись в этом году откроется на телеграм-канале Modest Covered, как и в том году, так как есть социальные сети, которые уже запрещены, где мы ранее проводили запись. Очень важно подписаться на этот канал, поставить его на уведомление, чтобы когда запись откроется, моментально внести свои фамилии, имя, отчество и номер телефона, так как запись мы закрываем буквально за 2 часа на 1000 мест, и потом уже просто идут заявки сверх этого, и мы никак не можем их принять. Спасибо большое, Джанет. Ну, еще один вопрос не могу не задать. За 7 лет все-таки проведения подобного рода мероприятий. Есть ли статистика тех девушек, кто, например, приходил на первые и вторые все-таки еще не покрытыми, а потом уже вступил в ряды
покрывшихся На девушек? самом деле, вот за последний год эти истории начали как-то ко мне приходить. Первая, которая меня впечатлила больше всего, это девушка, которая приехала, если не ошибаюсь, из Атни. Ей было лет 18. Она приехала, увидела все это великолепие, вдохновилась настолько, что завела свой блог именно по стилистике, стала стилистом, осталась в Казани. И сейчас у нее достаточно большая аудитория. И вторая история была связана с тем, что девушка, это, по-моему, ты мне рассказывал, про девушку в мини-юбке. В общем, девушка, она действительно просто светская, услышала об этом мероприятии, но так как была какая-то заинтересованность в фэшн-тематике, ей стало интересно посетить это мероприятие, она посетила и вдохновилась настолько, что заинтересовалась именно исламом. И сейчас, я, насколько знаю, она его изучает, приближается к этому. И я очень надеюсь, что таких историй будет больше. В этом году мы хотим прямо оставить прямой запрос для гостей, чтобы присылали нам эти истории, не стеснялись. И для нас это тоже своего рода мотиватор, чтобы двигаться дальше, развивать это мероприятие и делать его масштабнее, потому что уже в этом году поступило очень много заявок, в том числе из Казахстана, из Стамбула, Турция, чтобы Fashion Iftar был проведен там. Я уже не говорю о городах России. То есть в этом году у нас был запрос в Самару, Ижевск, в Москву, но в связи с тем, что там пока еще нет этого мероприятия, делегациями из Москвы сейчас едут, ну то есть из-за того, что список я лично контролирую, я знаю, какие делегации летят, даже летит. Здесь вот как раз такая ситуация произошла. Из МГУ целая группа стилистов хотела прилететь, 35 человек, набрались вот так, хотя сначала планировали человек 10, но как услышали об этом мероприятии, мгновенно просто собралась группа, но у нас произошел перенос дат, поэтому, иншалла, они посетят республиканский ифтар. И уже в следующем году мы сможем принять их однозначно. Но есть делегации просто вот именно активисток из Москвы, со всех городов. В Самаре сейчас я веду переговоры с дизайнером бренда Матурлук. Если она сможет реализовать этот проект в виде фэшн-ифтара, то мы об этом тоже расскажем. Но сейчас мы отрабатываем прямо схему, чтобы мы могли это без моего личного присутствия реализовывать уже в других местах. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если у вас есть вопросы, то переходим к ним. Татар-информ, потом еще раз Татар-информ. Эрликін Татар-информ Гүлиса Ибрахимова. Сіздің Fashion Iftarға ғадетті артисттар да шақырулы бола, биыл кімдер шақырылған? Мүмкін болса. Мен айтам енді бұл жылда Радик Ерулин жырлы анда нарсын біз әлі ойлыбыз кімні шақырға. Вот қазір тігі жылда Эльмира Калимуллина жырлады. Бұл жылда, ну, возможно, тоже. Вот поэтому сейчас пока еще с выбором артистов до конца мы определяемся. У нас еще будет ансамбль из города Набережные Челны. В том году он меня очень вдохновил. И так как у нас в этом году белый дресс-код, этот ансамбль, он танцует в таких светлых нарядах с крыльями, татарские национальные танцы. Это настолько нежно, настолько вдохновляюще, что мы не удержались и тоже их пригласили к нам. И надеюсь, что это очень будет соприкасаться с нашей тематикой, что женщины, они как лебеди, белые, легкие, прекрасные. Рамиль Абай. Во-первых, я хочу поблагодарить. Прошлый год было просто изумительно. Все это было настолько красиво, настолько культурно. Это поднимает нашу республику. За это я хочу поблагодарить. Но есть немножко кое-какие вопросы. Первый вопрос, там с парковкой было не очень удобно, да, когда приезжали, вот не было, один выезд, по-моему, там был, как-то немножко все забилось, да, может, на будущее с парковкой тоже продумать. Значит, следующее, вот то, что визуализацию, вот Радик Махарадович правильно сказал, визуализацию для фотографов было сложно и для видеооператоров сложно провести. В том плане, что модели у нас шли с разных направлений, они шли по второму этажу, и по одному проходу, и по другому проходу. И хотелось бы, чтобы, ну, как-то мы могли логически понять, как идет вот проход, да, чтобы мы могли выбрать самую удачную точку, и где модели бы останавливались, и
могли бы немножко позировать перед камерами, да, вот, ну, вот эту остановочку сделать, удобное место, и где сзади видно сам фэшн-ифтар, допустим, ну, само вот это лобное красивое место, да, и еще там не совсем была программа понятна, потому что я везде пытался понять программу, потому что там вот выход с зеркалами, это нечто было, я до сих пор это вспоминаю с большим удовольствием, да, это прям такое шоу вы организовали, да, и вот чтобы мы вот немножко были в курсе, да, чтобы как-то вот, ну, быстрее добраться, потому что площадь большая, быстрее добраться до того момента, до того места, где нужно фотографировать. Еще с Спасибо нужного большое. ракурса, что очень важно. В этом году мы сделали прямо план парковок, потому что, к сожалению, у Акбарс Ретрокарс возможность по предоставлению мест небольшая. Мы должны выделить места для непосредственно участников показа, партнеров, так как у них есть то, что нужно выносить и заносить в здание, им нужно короткое расстояние. А рядом есть парковки, которые мы, конечно, разместим тоже в социальных сетях в этом году. Относительно точек в этом году также, да, мы каждый год учитываем какие-то определенные моменты. У нас Регина полностью всех фотографов, СМИ, она поставит на ту точку, с которой будет лучше всего видно с точки зрения кадра. И относительно программы, мы можем ее предоставить СМИ, но мы не публикуем ее официально, потому что мы каждый год пытаемся достичь эффекта сюрприза, чтобы люди были удивлены. Потому что, например, у нас так случилось, когда приехал бренд Аршаевых, он достаточно популярный из Махачкалы, и это действительно было красиво, необычно. И вот такая необычная подача, которая была у Аршаевых, которая была у бренда «Книтка» с зеркалами, которая как раз-таки является идеей Регины. Это она у нас постановщик дефиле, и она придумывает такие необычные идеи. В этом году этого будет больше. У нас ожидается также необычный выход от бренда Гафурзяновой. Обо всем этом мы предупредим СМИ, фотографы, видеографы, и я надеюсь, что не будет какого-то недопонимания в последующем. Да, я добавлю хорошее замечание. Мы это все учтем. Можно даже накануне как-то с вами совместно походить, посмотреть, чтобы выбрать правильный ракурс. Потому что столы мы будем делать очень красивыми, фотозона тоже уже оформляется. И можно с вами посоветоваться вот накануне мероприятия, чтобы выбрать правильный ракурс. Может быть, вы что-то посоветуете, как правильно нам выстроить. Спасибо большое, с удовольствием помогу. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, уважаемые коллеги? Вопросов, видимо, совсем нет, потому что действительно спикеры вроде бы максимально все рассказали, но мы поняли, что будет куча сюрпризов непосредственно в сам день. Напоминаем, что Fashion Iftar пройдет 9 апреля в выставочном комплексе Акбарс Ретрокарс. Во сколько начало? Начало в 16:30. И, конечно же, огромная просьба соблюдать как минимум на 80% белый дресс-код в своих образах, если вы станете гостем этого мероприятия. И дресс-код белый цвет. Уважаемые организаторы, если у вас есть что добавить, то пожалуйста. Я хотела напомнить о том, что дети от 14 лет идут как отдельно, то есть у них будет отдельное место. Младше они не занимают места на фэшн-ифтаре. То есть все детки, которые младше 14 лет, они с мамами вместе. Да, все верно. Все, спасибо большое за уточнение, потому что детей тоже действительно в прошлом году было много. Уважаемые организаторы, вам удачи, успехов. Увидимся 9 апреля. И, ну, действительно, тут только успехов можно пожелать. Спасибо большое.